Возгорание, вспыхнувшее 19 января в частном доме села Романовка Мелеузовского района, грозило обернуться трагедией, сопоставимой с событиями августа настоящего года, когда пожар в Бирском районе унес жизни 9 человек, 5 из которых были детьми. Семья, пострадавшая в селе Романовка, также является многодетной. Однако человеческих жертв удалось избежать благодаря сигналу противопожарного извещателя. Прибор предоставлялся семье бесплатно в рамках республиканской профилактической акции по формированию превентивных противопожарных мер. Наиболее широкое распространение программа получила в последние полгода. Не прошла она мимо и нашего города. В 2017 году в жилых помещениях, где у нас проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, малоимущие и многодетные семьи, было установлено 398 пожарных извещателей автономных. Данные мероприятия в 2018 году продолжаются. Второй этап у нас, конкурс выиграли общество с ограниченной ответственностью «Норма». Они на сегодняшний день установили еще дополнительно 188 извещателей, и осталось у них срок до 1 февраля установить 16 извещателей. Всего, согласно данным Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в целях предупреждения гибели детей при пожарах в 2017 году установлено более 21 тысячи пожарных извещателей. Оправданность подобных мер не вызывает никаких сомнений. Так, согласно официальной статистике, за 2017 год на территории городского округа город Сибай был зафиксирован 71 пожар, которые унесли жизни 3 горожан и повлекли ущерб здоровью еще 3. Для чего нужен этот пожарный извещатель? Мне кажется, тут каждый гражданин должен спросить себя, хочет ли он заблаговременно узнать о начинающемся пожаре. Допустим, если находится в соседней комнате, или это случилось в ночное время, или в дневное время, родители на работе, дети, маленькие дети дома остались. То есть это предупреждение о пожаре. То есть можно избежать гибели людей, это можно избежать, не будет у нас пострадавших. Громкость сигнала противопожарного датчика, срабатывающего в случае обнаружения дыма, достигает 85 дБ и обеспечивает ощутимую проницаемость звука даже за 2 закрытыми дверями. Хозяину остается лишь периодически заменять батарею, рассчитанную на 2 года службы. Республиканская программа охватывает категорию населения, находящуюся в особой зоне риска. Между тем, стать жертвой такого чрезвычайного происшествия, как показывает практика, может абсолютно любой. Специалисты рекомендуют задуматься, стоит ли экономить на собственной безопасности. Стоимость приборов в специализированных магазинах составляет порядка 250 рублей. А для того, чтобы установить такой сигнальный аппарат у себя дома, не требуется никаких специальных навыков. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгинар Аскильдина, телекомпания СТВ.